В Республике Саха в последнее время активно заговорили о реформе ЖКХ. В канун Нового года председатель парламента Алексей Еремеев заявил о том, что они готовят реформу ЖКХ. Согласно этой реформе, жители Республики Саха будут оплачивать стопроцентную квоту, да, за предоставляемые им услуги, и одновременно правительство сократит субсидии. Конкретно Еремеев говорил о том, что субсидии должны предоставляться адресно. Кто, значит, попадает под субсидии, как он говорил, льготные категории? Ну, скорее всего, это ветераны СВО, так называемого, да, войны в Украине, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды. Таких у нас всего 30%. Все остальные будут платить 100%. Да? Сейчас, по словам Еремеева, например, в городе Якутске жители оплачивают 40%, да, от настоящей стоимости услуг ЖКХ. То есть, если вы платили 25 тысяч рублей за коммунальные услуги, то после этой реформы вы будете платить 60. Не знаю почему, но Алексей Еремеев привел в пример Намский улус. Намский улус, по его словам, вышел из централизованной системы, из ГУП ЖКХ и самостоятельно занимался предоставлением услуг своему населению. Что из этого вышло? А из этого вышло, значит, что Намский улус сэкономил за год работы вне системы ГУП ЖКХ, он сэкономил от 1,5 миллиарда рублей до 1 800 000 000. Точную цифру он, конечно, не привел, но в пределах этой суммы назвал. Да? Это о чем говорит? О том, что, скорее всего, 1,5 миллиарда рублей минимум, да, тот минимум, который компании ЖКХ платят в централизованную систему ГУП ЖКХ. Вот вкладывают вот в этого монстра. Давайте подумаем о том, почему Еремеев заговорил о реформе ЖКХ. Вообще, для чего она нужна сейчас нам. Кстати, да, хочу отметить, что в своей пресс-конференции, когда затрагивались вопросы именно данной реформы, Еремеев не сказал о том, что, например, да, будет реформироваться инфраструктура, да, будут заменяться там изношенные сети, да, или, например, наконец-то решится вопрос с вывозом бытовых отходов, да, что у нас повсеместно является большой проблемой, да, и болью. Также он не сказал, например, о том, что будет построен новый полигон, да, или хотя бы вот как-то решится вопрос с утилизацией твердых бытовых отходов. Нет. Еремеев говорил о том, что конкретно они будут повышать тарифы. То есть субсидии, значит, прекратятся, да, хватит уже вам жировать тут, да, поиграли, не хватит. Посмотрим, что они будут делать вообще, да, какие изменения они предложат. Вообще, возвращаемся, да, к тому, для чего они это делают. Во-первых, контроль за финансовыми потоками. И пример Намского улуса очень хорошо это демонстрирует, да, что денег там много. Вот, и чиновники наши хотят контролировать все эти деньги поступающие. Особенно в условиях санкций, в условиях войны, в условиях военной экономики, когда все деньги бросаются на промышленность военную, да, и очень сильно урезана социалка. Денег на ремонты всякие школы и больниц не даются, да, извините, подвиньтесь. У нас тут война. Все деньги уходят туда. Вот, поэтому решено контролировать вот эти потоки и вытаскивать деньги из карманов жителей Республики Саха. Опять же, пример Намского улуса, вернемся к нему, он
видимо, очень напугал их, да, такая децентрализация власти, да, говорит о том, что вообще народ сам может решать свои проблемы без власти, без той власти коррумпированной, да, которая находится сейчас у руля в республике. Отпускать свободное плавание они никого не хотят. Решать вопросы с модернизацией, да, отраслей они тоже не хотят. Их устраивает то, что сейчас происходит. Все те аварии, которые мы видели с самого начала Нового года, да, всего 3 дня прошло, а аварий уже огромная куча. Холода ударили. Их вообще, вот эти вот вопросы для них слишком мелкие. Да? Они видят опыт Намского улуса положительный для них. Положительный, конечно же, для населения, но и такой положительный для них. Они же очень жадные. Вот. Опыт Намского улуса они видят и думают, что у населения огромная куча денег, раз они смогли сэкономить аж целых 1,5 миллиарда рублей за год. Да? Вот. А необходимо контролировать все эти деньги для того, чтобы была возможность разных коррупционных схем, была возможность обогащаться за счет населения. Еще одна дополнительная. Во-первых. Во-вторых, возможность залатать те дыры в бюджете, да, о которых мы не один раз уже говорили, и о которых говорят на самом деле они тоже. Вообще о реформе ЖКХ нужно говорить. Нужно говорить, потому что она рискует превратиться в транспортную реформу, которую мы наблюдали с ноября месяца и наблюдаем, и от которой страдают жители города Якутска. Вот, конкретно, да, мы видим эти сообщения, тут не пришел, там не приехал, тут поломался, тут мало, да, автобусов, говорим об автобусах. Вот. Она в таких непрофессиональных руках рискует превратиться тоже вот в черти что. Вот, поэтому нужно обращать на это внимание, нужно об этом говорить, нужно это обсуждать, потому что от этого зависит ваше будущее. Мы живем в экстремальных условиях, мы живем в условиях Крайнего Севера, и это просто жизненно необходимо.